Хвала Аллаху, пославшего своего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и посланника с наставлением на путь истины и с истинной религии для возвышения ее над всеми остальными религиями, что нестерпимо для язычников. И да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, его предков и братьев из числа пророков и посланников, их семейства, сподвижников и всех последовавших за ним до судного дня. Далее. Тема нашей сегодняшней лекции: чтобы религия не стала игрушкой. Что мы имеем в виду? Какова цель нашей лекции? Что означает это название? Что представляет собой эта лекция и каких результатов мы хотим добиться? Во-первых, своей лекцией мы хотим добиться осознания того, что религия — это великое дело, ради которого Всевышний Аллах ниспослал откровения пророкам и посланникам, одному за другим до нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Чтобы человек проводил жизнь в искреннем служении Аллаху ради Его довольства и населил землю, на которой Аллах сделал его наместником, сказав: «Господь объявил ангелам о своем решении поставить на земле наместника Адама и его потомство», и чтобы он жил правильно, снискав довольство Аллаха. Эта религия ниспослана для обустройства жизни человека, чтобы он занимался служением Аллаху и исполнил свой долг в этой жизни. Но зачастую люди ради ограниченных, узких мирских выгод, будь то политических, финансовых, общественных или связанных с делами культуры, начинают играть с религией и превращают ее в орудие для достижения своих целей и намерений. И это оказывает негативное влияние на отношение к религии в обществе. Религия полностью принадлежит Аллаху, и никто не в силах навредить ей. Цель нашей лекции — предостеречь от игры с религией, от того, чтобы мы провели свою жизнь в этой игре. Такие игры ведутся и в иудаизме, и у христиан, и у мусульман. Позже вы увидите это. Но виды этой игры различаются в каждой религии. Аллах взял на себя обязательство сохранить Коран так, чтобы к нему не смогли протянуть руки желающие играть с ним. Так же, как и к сунне пророка и к источникам праведных людей из числа ученых уммы. Тем не менее, есть ряд обстоятельств, касающихся мусульман. Наша религия достаточно сильна. В ней нет ничего, чего можно было бы стесняться, стыдиться, ничего такого, в чем усматривался бы недостаток. В нашей религии, в Коране, сунне пророка, нравах, шариате, войне на пути Аллаха, в борьбе с внутренним эгом и внешним врагом, в решениях, касающихся мужчин и женщин и всего, что нас окружает, в ней нет ничего, за что нам пришлось бы стыдиться. То есть наша религия исправляет, улучшает жизнь, и мусульманину не пристало стыдиться того, что он пребывает в исламе. Задача лекции — сформировать самостоятельное мнение о событиях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Не проходит ни одного дня без убийства мусульман, нападения на их земли, порочения их репутации. Не проходит ни дня, ни года или месяца без высмеивания нашей религии, нашего пророка или клеветы на него в лекциях, на уроках, в средствах массовой информации.
Когда весь этот поток непрерывно льется на мусульман, большинство их теряет контроль над собой. Причина такого отсутствия самоконтроля заключается в зависимости от происходящего, слабости и трусости, или в желании исправить положение, не имея правильной опоры, которой бы мусульманин обосновывал свою цель. Ясна ли эта задача? В первую очередь, давайте немного поговорим о величии этой религии и о том, что в ней нет ничего такого, чего следовало бы стыдиться. Во-вторых, хочу напомнить, что немало и тех, кто не прочь поиграть с силой религии, таящейся в душах людей, и использовать ее в определенных обстоятельствах ради малой выгоды. В-третьих, мы должны знать, как нам поступать в сегодняшнем меняющемся мире. Прежде чем начать разговор, я хочу, чтобы вы посмотрели на эту фотографию. Эта мусульманская девочка плачет. Потому что она ищет среди мусора и не находит ничего, что можно было бы поесть. В таком состоянии живет сегодня большинство мусульман. Они испытывают голод и нужду. А люди этого не замечают. Таково действительное состояние нашей уммы на сегодняшний день. Вторая категория. Пострадавшие от военных действий. Отец несет на руках своего сына, и некому осушить ему слезы, помочь похоронить сына или вылечить его, если он еще не умер. Он мечется между бедностью и нуждой, не в силах найти себе еду, питье, одежду, работу, и угрозой насилия, которое повторяется время от времени, и не знает, как ему быть в подобной ситуации. Есть еще и третья категория людей. Думаю, вы знаете их. Это категория, которая проявляет свое недовольство бедностью, насилием и недостаточным противодействием ему. Они хотят что-нибудь сделать, но не знают что. Они не знают, как выразить свой протест. Мы созданы не для того, чтобы жить на чьем-либо содержании. Но мы также не должны быть мишенью для тех, кто порочит нас, и поднимать крик в ответ, раздражаться гневом и рвать флаг зубами или жечь его. Мы обладатели общечеловеческой миссии, в которой нуждаются все. Лекция называется «Чтобы религия не стала игрушкой». Вы слышали, как шейх читал аяты, и среди них был этот аят из суры Аль-Имран. Божественное обращение. «Оставь, о пророк, тех, кто обратил свою веру и религию в забаву, обманула и обольстила их ближайшая жизнь, и они забыли о последующей жизни». Смысл аята заключается в том, что есть люди, которые используют религию как игрушку и забаву. Почему? Их обманула земная жизнь. Они полагают, что земная жизнь предпочтительнее, чем религия, и поэтому используют ее как средство для достижения мирского, но не для религии. Напоминаем всегда о Коране и предупреждая их о страхе и ужасе того дня. «Оставь их, о пророк, отвернись от них». Слово «зар» — «оставь». Они не из тех, с кем можно сотрудничать, строить или поддерживать отношения. «Вазаккир бихи». Твоя миссия — напоминать людям об этой религии, о Творце этой религии. И предупреждай их о страхе и ужасе того дня, когда каждая душа ответит за свои деяния в этом мире. За то, что совершает человек, ему предстоит отчет и наказание от Всевышнего.
когда не будет им помощника, ни покровителя, кроме Аллаха, и любой выкуп, который предложили бы нечестивцы, чтобы спастись от кары, не будет принят. Если в судный день кто скажет: «О Господь, мы не хотели играть в Твоей религии, мы хотим вернуться обратно и покаяться», нет, поздно. Для этих неверных наказанием за злодеяния, совершенные ими, будет питье кипящее и мучительная кара за то, что они не уверовали. Позже эти плоды соберут те, кто играл с религией. А что требуется от нас, любящих религию? Что означает первое слово в аяте? Зар. Оставь. Они не из тех, чьи взгляды должны влиять на твое отношение к вере. Возникает вопрос, почему же веру эксплуатируют? Мир сегодня хочет, чтобы мы услышали кричащих о том, что религия якобы слаба, и ей не подобает вмешиваться в жизнь общества, что она является личным делом каждого человека и не должна оказывать влияние на общественную, культурную, экономическую и политическую жизнь. Они утверждают, что религия является личным делом человека и что ее не нужно навязывать обществу. Если они считают недопустимым, чтобы религия была фактором общественной жизни, возникает вопрос, почему же они сами используют ее? Прежде чем услышать мой ответ, я хочу, чтобы вы сами поразмышляли об этом для более полного представления. Религия эксплуатируется каждый день. Видите ли вы, кто изображен на этой фотографии? Это израильские солдаты, за ними танк. Что у них в руках? Что они делают? Читают Тору? Почему они читают ее? Занимаются богослужением? Одновременно ведя войну? Нет. Я хочу дать точное описание их преступной морали, враждебной всему человечеству. Эти люди, которые проливают кровь, считают себя смиренными, думают, что они приближаются к Господу. Но разве от смиренности, молитвы и обращения к Аллаху улетают голуби? Они испуганно улетают, как люди, которые бегут в страхе. Перед нами человек, который якобы молится, разговаривает с Господом. Но что за ним и что дала его молитва? Здесь возникает вопрос, как может религия толкать на разрушение, убийство детей и неповинных людей? Ведь в основе религии связывание сердец с Всевышним Аллахом, исправление пути человеческого развития. Вот еще одна картина, которая поясняет и другую сторону. Видимо, этот ревностно поклоняющийся считает себя приближающимся к Господу. Однако он не задумывается о том, что за ним стоит машина для уничтожения, которая будет стрелять в безоружных, в детей и ни в чем не повинных людей, разрушая их дома. Он и не догадывается, что последствиями его поклонения станут эти разрушения, убийство детей, заслуживающих жалости, а не разрушений. Как может религия давать такие плоды? А что делает он? Молится. Он не довольствуется теми разрушениями, которые уже причинил, но при этом еще и стоит на машине разрушений и совершает молитву, с которой будет убивать ни в чем не повинных людей. И что он думает о своих деяниях?
Он думает, что приближается к Господу подобными действиями, результатом которых является то, что изображено на фотографии, которую вы видите рядом. Это не последствие содеянного одним человеком. Это попытка затянуть в свою культуру, под влияние которой попадают невинные дети. Тот, кто молился и читал, стоя на танке, и сейчас стоит на танке. Что он извлек из этой молитвы? Убежденность в том, что детей надо воспитывать в таком духе, чтобы они писали послания на бомбах, которые будут сброшены на ливанских детей. Дошло ли послание? Задача сейчас состоит в том, чтобы вырастить поколение детей, которые не перестанут быть чистыми и невинными. Их учат, что принадлежность к вере обязывает их подписывать подарки. Ведь обычно подарки подписывают. Но какой подарок подписывают эти дети? Их подписанные бомбы, сброшенные этими молящимися, приводят к тому, что вы видите на этой фотографии: разрушение и плачущие дети. Именем чего совершается это? Именем религии. Может быть, тот, кто поразмыслит внимательнее, поймет, что начальники и руководители этих людей, которые молятся на танках, не имеют никакого отношения к религии. Наоборот, они, скорее всего, приверженцы светского и ереси. Но вместе с тем, посредством чего они направляют людей и управляют ими? Посредством религии. Во имя чего они вдохновляют войско, призывают стойко держаться, быть смелыми и убивать невинных людей? Во имя религии, якобы ради поклонения, смиренности и обращения к Господу. Этот смысл проглядывает в действиях этих иудеев и некоторых христиан. Прежде чем рассказать о христианах, предлагаю вам подумать об этой фотографии. Один из радикалов, иудей, якобы серьезно придерживающийся своих законов, обнимает эмблему своей веры. Что он делает? Обнимает, чувствуя связь между ним и символом, который он несет. А вот последствия этого на другой фотографии. Человек тоже обнимает и придерживает к своей груди, но не эмблему, а своего убитого сына. Да, тот символ, лобзаемый адептом красного цвета. Такого же цвета и последствия этого лобзания. И все это совершается во имя чего? Во имя религии. Мы знаем, что наш Господин, пророк Муса, алейхиссалям, чист от всего, что приписывают его религии. Вам знакома эта фотография? Этот священник благословляет сербское войско перед отправлением на войну, которая ведется не против агрессоров, а против безоружных и ни в чем не повинных мусульман, не успевших или не имеющих возможности и средств переселиться из Боснии и Герцеговины. Этот священник благословляет сербские вооруженные силы именем религии, именем Господа, именем Иисуса, нашего Господина Исы, мир ему, который пречист от всего этого. Священник своевольно связывает эти преступления с религией, чтобы оправдать их с точки зрения религии, и чтобы это чувствовали солдаты, совершающие их. Что же он делает? Он благословляет их, стремясь приблизиться к Господу. Одним из результатов этого благословления являются многочисленные жертвы в Боснии и Герцеговине. В 1995 году за один день пали жертвой более 8 тысяч невинных людей, в том числе дети, старики, женщины и безоружные юноши.
Я знаю, что в истории человечества бывали преступления и страшнее этого. Но проблема в том, что во имя чего было совершено это преступление? Почему же преступления прикрываются именем религии? Где же те, кто говорит, что в цивилизованном мире религии не следует участвовать в общественных делах? Религия — это якобы личное поклонение человека, и она никоим образом не должна воздействовать на социально-политическую ситуацию. Так оставьте же религию вы, преследующие узкие политические и мирские выгоды. Отстранитесь от нее и всего, что связано с ней. Создавайте армии, используйте свои силы и осуществляйте свои планы, но не именем религии, а именем вашей политики, вашей светскости и всего, во что вы верите. Почему вы впутываете религию в это дело? Зачем? Почему играют религии, используя ее в подобных делах? Прежде чем услышать ответ, поразмыслите над этим, и ответ сам придет к вам. Вот еще одна историческая картина. Это один из высокопоставленных церковников. Он призывает и благословляет предводителей крестового похода европейцев в Палестину и другие земли мусульман. Он благословляет их именем Господа, говоря: «Отправляйтесь и делайте ваше дело именем Господа». В наши дни мы слышим голоса тех, кто утверждает, что ислам распространился силой оружия. Во имя чего это делается? Именем чего они управляют силой и направляют ее? Все мы прекрасно знаем, что во времена крестовых походов были убиты и замучены сотни тысяч невинных людей. Даже беременным женщинам в Иерусалиме вспарывали животы и убивали всех подряд, не жалея никого. Я не говорю об одном человеке, об одной или двух сотнях жертв, о которых мы слышим сегодня. Я говорю о десятках и сотнях тысяч. Но я напомнил об этом не для того, чтобы смешать исторические факты, опровергая сегодняшнее обвинение в том, что ислам якобы распространился силой оружия. Эти утверждения не стоят даже того, чтобы их опровергать. Но давайте посмотрим и на эту фотографию. Вы знаете, где это? Где? В Ираке. Да, Папа Римский не давал приказа бомбить Ирак. Как известно, он был против войны в Ираке. И какая же связь между двумя этими картинами? Кажется, церковь ограничена в своем влиянии на общество, и у нее не осталось достаточных сил для больших изменений в мировом масштабе. Место папы заняли политики, с которыми якобы говорит Господь. Они говорят, что Господь дал им приказ напасть на Ирак. И сегодня якобы Господь вместо того, чтобы обращаться к папе, обращается к политикам от религии. Некоторые политики уже прямо говорят от имени религии, используя свои силы в разрушительных целях. Религия же созидает, а не разрушает. Вот что мы видим сегодня. Что же это? Это игра с религией. Я спрашиваю еще раз. Если религия настолько незначительна, что человек может руководствоваться ею только в своей личной жизни, зачем им нужна эта игра с религией? Почему они не способны организовать войско, не используя религиозный фактор, заставляющий того, кто стоит на танке, держать в руках Тору, а того, кто управляет самолетом, класть рядом с собой Евангелие и вешать на грудь крест? Чтобы быть более справедливым, почему? Это тоже из истории. И результат этого мы видим сегодня. Почему? Это тоже зараза, пришедшая к нам, которой мы заразились. Вам известна и эта фотография. Этот убитый не имел никакого отношения к армии, он не жил на оккупированной земле, не был ни в Палестине или Ираке. Он работал в нефтяной фирме Саудии под гарантией правительства и собирался вернуться к себе на родину.
Я не знаю ни одного ученого, признанного в одном из 4, даже 5, 6, 7 или 8 мазхабов, кто бы разрешал совершать подобного рода преступления. Да, среди мусульман тоже происходит преступление, как и среди немусульман, однако нас тревожит то, что пришло время, когда преступление совершается под именем религии, под именем ислама. Пришел день, в котором состоялось это сравнение, что перед вами, и к которому мы пришли раньше других, чтобы исправить его. Начнем с того, что это сравнение невозможно, и между ними большая разница. Среди тех, кто убил этого невинного человека, не было ни одного мусульманина, и ни один из мусульманских ученых не дал фетву об этом. Но возникает вопрос, почему тот, кто не является авторитетом и чьи слова не принимаются в расчет, стал источником фетвы, которые следуют, а фетвы вынесены авторитетными среди мусульман учеными, относящимися к правильным источникам, не приняты во внимание? Время покажет, что этот вопрос и ответ на него связаны с вопросом, почему они используют религию. Знаете ли вы, что это и где? В Иордании, не в оккупированной Палестине, да ускорит Аллах ее освобождение и да дарует нам мученичество за религию на площади Акса, не в оккупированном Ираке, не в оккупированном Афганистане, а в Иордании. Чьи это трупы? Это такие же мусульмане, как и мы, подобные нам. Может, имеются среди них грешники, чьи дела противоречат шариату, но кто из нас не грешен? Это такие же мусульмане, как и мы. А что делает этот человек, стоящий рядом в изумлении? Это свадебное торжество невинных мусульман. Все дело в том, что есть люди, которые говорят, что это якобы джихад на пути Аллаха. Это третье звено в цепочке тех, кто играет с верой, в числе которых мы видим иудеев и христиан, но которых не должно быть среди мусульман. Это тело человека по имени Мустафа Аль-Акад. Он находился в гостинице, которую взорвали. Кто знает Мустафу Аль-Акада? Постановщик фильма «Рисалат» и Умар Мухтар. Он создал фильм «Ар-Рисалат». Во имя чего был вероломно убит постановщик фильма «Ар-Рисалат»? Во имя джихада и служения вере. Это как знак, будто нам говорят: пробудитесь, ибо это вероломные действия по отношению к посланию. Тот, кто утверждает, что это связано с нашей религией, вероломно поступает по отношению к вере. Это означает, что выросшее на таких примерах поколение, наши дети, будут мыслить подобно этому убийце и разрушать послание. Или вообще отойдут от религии, воспримут принципы, содержащие отклонения или противоречия и направленные на расшатывание религии, и будут подчиняться тому, чему нельзя подчиняться в корне, и между этими крайностями потеряется носитель миссии. Я еще раз повторяю вопрос, чтобы вы не забывали, почему используют религию? Если вера слаба и атеистические измышления, не признающие религию, являются правильными, если в них спасение, то почему же при всем этом они нуждаются в религии? Ответ таков: воистину религия сильна, ибо это религия сильного. Религия крепка, ибо и Господь силен. Религия является движущей силой человечества. Без идеологии и веры человек не может двигаться вперед. Опережая ваш вопрос о том, как же, к примеру, удалось Сталину завладеть умами и сердцами людей, ведь он был атеистом, я скажу, на самом деле Сталин сумел возвести в ранг религии то, что не имело к ней отношения. Он вознес до уровня религии идеи Ленина и Маркса. Поколения воспитывались в коммунистической идеологии в убежденности в том, что именно она является спасением для человечества. Мы еще раз вернулись к тому, как посредством веры управляют людьми даже те, кто отрицает ее или противится ей.
И в конце концов они терпят крах, не устояв перед противником, который тоже берет на вооружение идеи и использует силу религии в политической борьбе. Таков ответ на вопрос. Почему находятся те, кто стремится использовать религию в своих играх? Похоже, что они без религии не в состоянии управлять даже одним человеком. Так устроено Всевышним, что у человека нет силы без веры. Таков мой ответ на этот вопрос. Я буду говорить это прямо в уши мусульманам, у которых туго с умом, пониманием, образованием, общением или с имуществом. Им стало казаться, что от религии больше тревог, и поэтому следует ограничить связь с ней. Нет, религия сильна. Когда же мы уразумеем, поймем, как служить ей, а не использовать ее, видя в ней средства достижения ничтожных мирских выгод, как многие делают сегодня? Вероломством по отношению к религии полна история иудеев и христиан. Это происходит и с нами сегодня. Порой люди задают еще и такой вопрос: подобен ли другим в этом ислам? Я говорю: нет и 1000 раз нет. В первую очередь, то, что сегодня делается под именем иудаизма, не соответствует религии, с которой пришел наш господин Муса, алейхиссалям. И то, что делается под именем христианства, не соответствует тому, с чем пришел наш господин Иса, мир ему. Также и то, что делается под именем нашей религии, не соответствует тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Но тот, кто использует религию в своих личных интересах, после этого кричит о том, что все делалось только ради веры. هذا من أجل مصالحه هو أيضا بعد أن يستثمره يلصقه بالدين ويقول الدين الدين الدين. Религия стала причиной фанатизма, войн и разрушений. Тут есть одно примечание, о котором хотелось бы сказать. В Ветхом Завете, который почитают и иудеи, и христиане, имеется текст. В книге Иезекииля, это одна из книг Ветхого Завета, часть Торы, вернее того, что осталось от нее. В 9 главе рассказывается, как войско отправляется на войну. Они относят это к делу Божьему, хотя Аллах пречист от всего этого. Там говорится: «Идите за ним в город и, не проявляя жалости, наносите удары. Также не проявляйте милости к старикам, юношам, девушкам, детям и женщинам. Истребляйте их до последнего. Не приближайтесь к тем, на лицах которых знак. Начинайте с Иерусалима, со стариков, которые перед храмом». Кого убивать призывает текст? Женщин, детей, девушек, стариков и юношей. Этот текст они относят к религии, к священному писанию. Говоря это, я не обвиняю религию. Напротив, религия Аллаха совершенно чиста от всего подобного. Я прошу иудейских и христианских священников пояснить. Пусть они скажут, что это неправильно в их религии. Или пусть приведут толкование, которым бы они изменили явный смысл этих слов, чтобы религиозные деятели избавились от таких подозрений. Мы против того, чтобы их подозревали. Кто-то может сказать, что и в Коране Господь говорит: «И убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите». Разве этот текст не соответствует тому, что имеется в Ветхом Завете, спросят они. Ни в коем случае. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся в наше время, это потеря доверия. Те, кто хочет критиковать с позиции науки, передачи знаний, изучения или исследования, они лукавят, проявляя небрежность при рассмотрении контекста и исследовании предыдущих и последующих аятов. К кому обращен текст? Обратимся к аяту, в котором Всевышний говорит: «И убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите». В начале его говорится: «Сражайтесь на пути Аллаха». С кем сражаться? С теми, кто сражается с вами, с теми, кто на вас наступает. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не начинайте сами наступление и не убивайте того, кто не сражается против вас. Не переступайте дозволенных границ. Кто говорит это? Тот, кто разрешил сражаться. Не переступайте дозволенных границ. Аллах не любит переступающих. Далее сказано: «И убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите». Коран ниспослан на арабском языке, и здесь есть местоимение «убивайте тех».
кому относится это местоимение «тех»? С теми, кто на вас наступает, и убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите. А в этом не расходятся мнения ни иудеев, ни христиан, ни мусульман, ни атеистов, ни светских людей. Все на земле единодушны в том, что подвергшийся нападению вправе защищать свою жизнь. У кого могут быть возражения? Продолжим. Где встретите? Будьте внимательны. В другом аяте Аллах подтверждает это. Изгоняйте их из Мекки, вашей родины, откуда они изгнали вас. Не стесняйтесь это делать, ведь они поступили с вами хуже. Чтобы отвратить верующих от ислама, они подвергли их таким мучениям в Мекке, что верующие в Аллаха покинули родину, унося с собой веру. Запретная мечеть священная, и не попирайте ее. Но если неверующие позорят ее, сражаясь с вами там, убивайте их и победите с помощью Аллаха. Таково воздаяние неверным, если они удержатся и примут ислам. Если же вы поступили против них в ответ на их агрессию, но затем они сказали: «Все, мы не хотим больше сражаться», то сказано: если они удержатся и примут ислам, Аллах простит им то, что они сделали раньше, и пощадит их, ведь Аллах прощающий, милосердный. Сказавший: «И убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите», связал это с предыдущим аятом, с теми, кто на вас наступает. Далее он сказал: если они удержатся и примут ислам, Аллах простит им то, что они сделали раньше, и пощадит их, ведь Аллах прощающий, милосердный. Ибо ислам явился для созидания и обустройства человеческой жизни, а не для уничтожения. Поэтому Аллах сказал: ведь Аллах прощающий, милосердный. Ведите борьбу с ними, пока они не перестанут преследовать вас и пока не победит религия Аллаха. Вся религия принадлежит только одному Аллаху. Если же они уверуют в Аллаха и спасутся от наказания, то не надо сражаться с ними, и не должно быть вражды, кроме как с неправедным, которые совершают грех и творят несправедливость. Содержание этого текста вполне понятно. Доведите смысл этих слов до араба, до каждого мусульманина и атеиста, до разумного мыслящего человека. Разумному человеку хватает и одного текста без комментариев. Кто из разумных людей на земле станет критиковать этот текст? Критикует тот, кто таит в душе злобу или невежество. Третий вопрос. Не надо все время искать себе оправданий. Есть еще одна причина, которая также касается нас. Если мы будем искренними по отношению к Аллаху, у нас хватит храбрости критиковать самих себя, чтобы исправить свои ошибки. В наше время убийцы ни в чем не повинных людей объявляют свои преступления джихадом на пути Аллаха во имя ислама. К сожалению, слова «Аллаху Акбар», с которыми мы приступаем к намазу, смиренно предавшись Аллаху, и к чтению слов, которыми желательно тушить разгоревшийся огонь, повторяя их, пока он не потухнет, эти слова сегодня для многих стали ассоциироваться с убийством невинных людей. Аллах не будет доволен этим. Мы должны быть самокритичны. Нельзя также допустить, чтобы кто-либо среди нас играл с нашей религией. Говорят, что убийство невинных является осуществлением смысла слов «Аллаху Акбар». Аллах пречист от этого. Да, у нас есть враги, которые хотят использовать это, играя с нашей религией. Поэтому нам следует удерживать за руку неразумных людей среди нас и наблюдать за ними. Есть среди нас и искренние в этом противостоянии. Мы просим помощи и просвещения у Аллаха. Есть и те, которые держатся достойно, и это большая честь. Нам не следует стыдиться этого. Также это не означает, что мы должны оправдываться, стыдясь признавать джихад восьмой основой нашей религии. Те, кто понимает это подобающим образом и поступает в соответствии с ним, они-то и являются приближающимися к Аллаху. Более того, они являются наилучшими из мусульман. Мы не стыдимся этого. Нам должно хватить храбрости, и не только храбрости, но и искренности, правдивости, чтобы очистить нашу религию от того, что частенько делается под ее именем.
Хочу сказать следующее. Различие между текстом, который мы прочитали из Ветхого Завета, и приведенными аятами из Корана заключается в том, что в кораническом тексте нет сомнений. А текст, который мы прочитали из Ветхого Завета, даже если он правильно переведен на арабский язык, под руководством религиозных деятелей, людей, заслуживающих доверия, это текст, в котором есть сомнения. Нам нужно, чтобы этот вопрос был решен религиозными деятелями из иудеев и христиан. Необходимо объединить наши усилия в противостоянии атеизму, разрушению нравов и уничтожению источников, имеющихся на сегодняшний день. Нам предстоит большая битва за ценности, единые для всех нас, мусульман и не мусульман, обладателей небесной религии и священного писания. Мы все единодушны в том, что дискриминация запретна, что аборт – это убийство, а значит тяжкий грех. Также мы единодушны в том, что благонравие, предписанное нам небесной религией, является вершиной безопасности общества. Нельзя нам под лозунгом свободы приступать эти границы, чтобы мы могли двигаться дальше. Нам нужно дать разъяснение подобным текстам, чтобы у людей не было повода для обвинений. Но текст, который имеется у нас, не нуждается в комментариях. Содержание этого текста нам понятно, хотя есть и проблема. Среди нас есть люди, неправильно толкующие его, что особенно опасно в так называемых горячих точках. Нам должно хватить храбрости и чистосердечия, чтобы отвергнуть постоянные игры с нашей верой. И это общее дело. Это разногласие. Разве наша религия не имеет отношения к этому? Тексты из Корана и Сунны, в которых содержится одобрение убийства, связывают его с самообороной. Прислушайтесь к тому, что говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в наставлении войска, которое он отправлял на джихад на пути Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Идите во имя Аллаха и Его посланника, не убивайте стариков, детей и женщин, не надевайте оковы, делайте добро, благодетельствуйте, воистину Аллах любит благодетелей». Далее он сказал: «Остерегайтесь надругательства над телами убитых». Как часто мы наблюдаем это сегодня? Остерегайтесь надругательства над телами убитых. Остерегайтесь надругательства над телами убитых. Даже над телом бродячей собаки. Вы слышите? Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: остерегайтесь надругательства не только над телами врагом, но даже над телом бродячей собаки. Он также сказал: не убивайте детей, а мы видели, как их убивали. Не убивайте простых тружеников, монахов, заточивших себя в монастырях, даже если у них другое вероубеждение. Пророк, алейхиссалату вассалам, в одном из газаватов увидел тело убитой женщины, которая погибла, сражаясь в рядах неверных. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, разгневался и сказал: ей не следовало сражаться, не следовало убивать ее и вообще допускать к подобным сражениям. Преемником пророка, саллаллаху алейхи вассалам, был праведный халифа Абу Бакр Сиддик, рази Аллаху анху. Отправляя войско на джихад на пути Аллаха, он напутствовал воинов и предводителя 10 наставлениями. Я изложу их вкратце. Послушайте внимательно и поразмышляйте. При напутствии обычно призывают войско быть сильным и стойким. Это вполне естественно. Но послушайте, каким было наставление Абу Бакра Сиддика. Не убивайте стариков, женщин и детей. Не разрушайте дома, церкви и синагоги. Не рубите плодовые деревья. Не режьте животных, кроме как для еды. Не сжигайте финиковые сады и не затапливайте их. Не ослушивайтесь и, наконец, не проявляйте трусость. Казалось бы, с этого следовало бы начать. Не проявляйте трусость, не поворачивайтесь спиной к врагу, будьте напористы. Но что мы слышим? Он говорит: не убивайте, не делайте этого, не делайте того. И это он говорит тем, кто идет на войну. Преемник посланника Аллаха говорит: не убивайте детей, женщин, стариков, поклоняющихся, не разрушайте и не разоряйте. Наш джихад не оставляет за собой разрушений, а сегодня мы видим последствия тех войн, которые ведутся под знаменем веры, в то время как вера не имеет к этому никакого отношения. Мы должны понимать, что наша религия совершенно не причастна к этим злодеяниям, которые творят те, кто спекулирует ею, искажая наши тексты и привлекая к этому востоковедов, других исследователей и даже наших детей. Они облекают свои черные дела в покрою веры и поклонения. Мы говорим:
Религия не причастна. А религия пророка Исы не причастна. Религия нашего господина Мусы не причастна. Тогда в чем дело? Вся проблема упирается в личные интересы. Это игра, от которой предостерегает название нашей лекции. Эти интересы и игры используют единицы, имеющие отношение к религии. Но здесь есть две проблемы. Первая проблема – незнание, отсутствие надлежащего понимания норм религии, вырывание из контекста аятов, которые невежды считают легкими, и страсти вдобавок к невежеству. Получив желаемое, невежда в порыве воодушевления или подстрекаемый кем-либо идет на поводу своих страстей и не останавливается перед разрушением. Поэтому таких невежд немало среди тех, которые убивают и совершают преступления и считают это поклонением и приближением к Аллаху. Этот человек, находящийся во власти невежества и преступных страстей, становится из-за этого игрушкой в чужих руках. Так и твое поклонение может стать игрушкой для других. А знание, искренность, укрощение страстей могут сделать твое поклонение причиной твоего возвышения, что послужит на пользу твоему городу, твоей общине, всему миру и даже твоему врагу, если он не фанатик. Ибо тот, кто не является фанатиком, почувствует, что он воистину нуждается в тебе и в твоей религии, с которой ты пришел. Но этому мешают фанатизм и страсти. Взгляните на эти фотографии. Как вы думаете, кто эти люди? Заняты ли те, кто здесь изображен, поклонением? Являются ли воплощением смиренности? Или представляют какую-то особую разновидность религиозности? Вглядитесь, что, на ваш взгляд, объединяет их всех? Что общего между ними? Знаете ли вы, кем является первый из них? На совести этого человека резня ваших братьев в Ливане. Это его молитва перед тем, как отправиться убивать. Вам известно, кто второй? Тот, кто благословлял убийц ваших братьев в Боснии. Взгляните на третьего. Кто-нибудь знает его? Это Джихаман. Кого он убивал? Ваших братьев-мусульман. И где? Нет, не в Боснии и не в Ливане. Но где же? В самом святом месте на земле в Мекке, в святая в святых в храме. Там, где Всевышний запретил войны. И не было разрешено вести их здесь никому, кроме нашего пророка, в небольшой промежуток времени при взятии Мекки. Во имя чего же в 1979 году этот человек устроил побоище в заповедной мечети Мекки? Во имя политической целесообразности? Но разве они выдвигали политические лозунги? Ради мирского? Ради престижа или репутации? Нет. То, что они совершали, сделано во имя религии. Знаете, почему я выбрал именно эту фотографию? Речь не идет о наших братьях, сражающихся в Палестине или Ираке, поскольку их борьба — это наилучший джихад, который не противоречит шариату. Но не найдется представителя ни одной религии, обладающего разумом и чувством справедливости, который смог бы найти оправдание ему. А ведь все это совершается именем религии. Двое его единомышленников даже утверждали, будто этот человек и есть обещанный Аллахом Махди. Возможно ли, чтобы ожидаемый Махди был таким? Вступив в тайный сговор с рядом чиновников, они забаррикадировали и заполнили оружием подземные подвалы заповедной мечети Мекки. И в начале 1400 года по хиджре, в начале 15 века, после хаджа, в первый день месяца Мухаррам, они захватили заповедную мечеть и поднялись на самый высокий ее мимбар. И убивали каждого, кто входил в нее без их разрешения, будь то молящийся или служитель, мужчина или женщина. Даже паломники, совершающие малый хадж умру, не были в безопасности. При этом
этом восставшие считали, что именно в этом и состоит преданность религии и приближение к Аллаху. Они собирались стать мучениками на пути Аллаха. Разве человек, обладающий хотя бы частицей разума или минимальным пониманием религии, сможет оправдать подобное? Кто-то может возразить, сказать, что он пытался бороться с несправедливостью правителей, что намерение его было хорошим, но нас обманули средства массовой информации, которые все исказили и представили в негативном свете. Что же они могли исказить? Позвольте мне напомнить, что подвалы заповедной мечети были заполнены оружием. Это было так необходимо? Использовать харам, самую святую землю, переступить через ее святыни? Это место, самое святое место на земле, было превращено в полигон, где над людьми совершалось насилие. И все это во имя религии. Братья мои, я уверен, что любой человек, обладающий хоть крупинкой разума, согласится, что в этих действиях, осуществляемых именем религии, прослеживаются личные интересы. Всю эту троицу объединяет то, что они используют религию. Но когда подобные вещи совершает мусульманин, это выглядит особенно отвратительно. И знаете почему? Потому что в писаниях нашей религии нет ничего, что оправдывало бы подобные действия. Возможно, в других религиях есть нечто, что можно неправильно понять, что было искажено и так далее. Но в нашей нет искажений. Воистину, мы не спаслали Коран, и мы будем его охранять от искажения до Дня Воскресения. Однако склонность к искажению таится в самом человеке. Отсюда и результат. Взгляните, что вы видите перед собой. Взгляните на результаты этих заблуждений. Можно ли увидеть в этом хоть что-нибудь хорошее? Может ли этому найти оправдание хоть один здравомыслящий человек, тем более верующий? Перед нами 3 картины разрушения. Взгляните на это пожарище. В истинном, блистающем джихаде на пути Аллаха каждый, кто борется против несправедливости, начиная с пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и заканчивая последним, кто появится в нашей умме, следует завету: не сжигайте. Не сжигайте. Однако мы видим на первой фотографии пожар. Знаете, где это? Где было сделано это изображение? Это Палестина. Тот, кто старался выглядеть таким религиозным и молился перед иудейским танком, взорвал и поджег это здание. Он заставил эту женщину плакать о доме, которого она лишилась по его милости. И это было сделано именем религии. Я уверен, вы узнаете и вторую фотографию. Третья фотография из Ирака. Да ускорит Аллах ее освобождение. В том, что вы видите, на первом изображении обвиняется иудей, на втором мусульманин, а на третьем христианин. Наши саиды Муса и Иса и наш саид Мухаммад, мир им всем, приходили не с этим. На том, что они принесли людям, нет вины за все, что позже творилось от имени религии. Надеюсь, послание достигло адресатов. Прежде чем перейти к некоторым практическим выводам, хотел бы выразить надежду, что мне удалось кое-что прояснить в отношении этих людей, использующих религию в своих личных интересах и для достижения своих целей. И здесь возникает вопрос, как мне защитить свою религию и не позволять ею играть. Но прежде чем ответить на него, хотел бы напомнить о деле, не так давно привлекшем всеобщее внимание. Наверняка вы все помните о том, что произошло в прошлом году в Дании. Слышали ли, о чем говорил в своей проповеди Папа Римский? Читали ли передовицы французских газет? Возможно, кто-то и видел посвященную этому событию передачу грузинского телевидения, а также выпуски новостей, освещавших выходки ряда правоэкстремистских групп молодых людей, связанных с правой правящей партией Дании во время своего празднества. Для чего я вам все это говорю? Для того, чтобы напомнить, что в данном случае также ведется игра, но другая ее разновидность, предполагающая применение не танков и авиации, а информации. Это своеобразная игра-забава, используя популярную музыку, СМИ, лекции и другие каналы, раз за разом воздействует на наше сознание, разрушает нашу культуру и цивилизацию. Пишутся книги, одна, другая, 10-я, 20-я, в которых заблудшие люди искажают нашу историю, жизнь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, нравственность нашего пророка, его действия, его принципы, его женитьбу, хиджаб, который он заповедовал носить женщинам.
Любой разумный и объективный человек, обладающий маломальским развитым чувством справедливости, прочитав эти книги и сравнив с текстами первоисточников, отвергнет их. Но эти искажения продолжаются, под них подводится исследовательская база. Они публикуются, входят в учебные программы, на них воспитываются целые народы и поколения. Сюда же относятся унижение и насмешки над мусульманами под видом сатиры. Но несмотря на это, сегодня в Дании живет немало умных людей, не приемлющих подобного. Мусульмане и не мусульмане протестуют против подобного положения вещей и участвуют в диалоге в поиске взаимопонимания. Хочется спросить, почему же эти провокации продолжаются? Вы хотите, чтобы я упростил вопрос? Хорошо. Почему мы ставим себя в положение, в котором вынуждены защищаться? Почему кто-то решает за нас, как нам жить и что делать? Видя, что у нас нет глубинной связи со своей основой, нет четко поставленных задач, враги нашей религии не оставляют попыток воздействовать на нас. Имея определенные цели, выстраивая и используя отношения и связи с нами, они стремятся вести нас по выбранному ими пути и служить их интересам. И первое, с чего они начинают, это совершение каких-то вызовов, привлекающих наше внимание. Почему же мы позволяем себе реагировать на каждую провокацию? Начиная с истории с Салманом Рушди, одна провокация следует за другой. И всякий раз, как мы пытаемся вернуться к своим истокам и учимся понимать их, изучать свою веру и обретать в ней стойкость, начинаем строить свою страну, развивать нашу промышленность, происходит что-то, что отвлекает и занимает нас. Этот смеется над нами, другой говорит то, что нас унижает, третий малюет мультфильмы или карикатуры, в которых высмеивает нас, раз за разом нас превращает в мишень для провокаций. Каждый раз, когда мы пытаемся что-то построить, появляется кто-то и разрушает наши дела одно за другим. Таким образом, мы постоянно оказываемся объектом насмешек, разгневанными и подверженными чужому влиянию. В результате некоторые из нас обращаются к нашим богословам со словами: «Эти люди не хотят нас понимать, с ними невозможен диалог, с этими людьми невозможно взаимодействовать в рамках нравственных норм, по отношению к ним бесполезно проявлять благой нрав». Как? Как вам не стыдно? Как вы можете утверждать, что благой нрав бесполезен? Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, пришел именно с целью усовершенствовать нравы. Разве не он сказал: «Я был послан лишь для того, чтобы усовершенствовать благие нравы»? И среди последователей пророка, саллаллаху алейхи вассалам, находятся те, кто говорят, что благие нравы не помогают. Существует ли что-либо более могущественное, чем религия Аллаха и установленные им законы? Конечно, нет. Так какое же мы имеем право говорить, что кто-то разрушает шариат, и этому нечего противопоставить? Наше общество оказалось расколото, одна его часть из-за потока нападок и оскорблений, следующих одно за другим, оказалась настолько разочарована, что мышление ее представителей прогрессивно сужалось, и в конце концов они пришли к выводу, что единственным языком, который понимают те, кто совершает против нас насилие, также является насилие, что единственная вещь, которую они понимают, это закон джунглей. Вторая часть — это те, чья чувствительность из-за насмешек настолько снизилась, что, услышав, как издеваются и глумятся над пророком, саллаллаху алейхи вассалам, они в ответ лишь посмеиваются. Они даже дошли до заявлений типа: «Расслабьтесь, не стоит относиться к этому слишком серьезно. Оставьте их, каждый волен выражать свое мнение». Да, каждый волен выражать свое мнение. Любым способом, каким захочет? Я согласен, люди должны выражать свое мнение, если оно основано на желании изучить и понять. Пожалуйста, иди и выражай свое мнение. Мы примем критику и ответим на нее. Но если целью твоей критики является желание превратить нас в объект насмешек и издевательств, нет, это неприемлемо. Так же, как неприемлема капитуляция перед силой и криком. Так же, как неприемлемо позволять себе унижать и быть униженным. Это элементарно и принципиально. Ответ на эти вызовы возможен лишь по двум направлениям, разъяснение которых и является целью моего выступления. Мы убедились, что в мире немало тех, кто прекрасно понимает, насколько мощной движущей силой является религия и какую роль она играет в жизни людей, и поэтому стремится использовать ее в своих интересах, играть ею. Важно, чтобы эту силу использовали мы, а не они. Нам необходимо направить мощь религии на созидание, а не разрушение и убийство, использовать ее для восстановления моральных устоев общества. Сила религии в освящении и просвещении, а не во мраке. Сила религии в укреплении нравов, а не в издевательствах и насмешках. Сила религии в справедливости, а не в угнетении. И мы не должны позволить использовать эту силу против религии посредством людей религии. Для этого нам надлежит самим верить в свою религию и жить ее силой, направляя ее на созидание, как того требует Творец религии. А теперь я хотел бы вернуться к началу лекции и закончить с того, с чего начал. Вернемся к первой фотографии. Мы должны поспешить с проявлением инициативы, мы обязаны действовать.
Даже если на нашей земле не останется ни одного оккупанта, ни одного из тех, кто издевается над нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалам, ни одного из тех, кто нас высмеивает и ложно обвиняет, я хочу спросить у вас, разве нам больше не о чем будет беспокоиться? Разве изгнание оккупантов с нашей земли наша единственная забота, единственное, что необходимо для становления и развития нашего общества? И когда не останется ни одного захватчика и клеветника, мы просто вернемся в наши дома, станем спокойно есть, пить и спать? У нас нет никаких других обязанностей перед окружающим нас миром? Нет инициативы, с которой мы можем к нему обратиться? Разве не мы являемся обладателями послания? Разве мы не несем ответственности перед Аллахом за донесение его до остальных? Как сказано в аяте, «Вы лучшая община, посланная к вам самим, или для ваших собственных нужд?» Об этом говорится в Коране. Там сказано, вы лучшая община, посланная людям, человечеству. Имеется в виду ко всем людям, как мусульманам, так и не мусульманам. Мы с вами обладатели веры и миссии, адресованной всем людям. Свидетельством этому является обращение Аллаха к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалам, в Коране. И мы не спаслали тебя лишь как милость для миров. Нам нужно выйти к людям с благой вестью, поделиться с ними этой милостью. Вы были лучшей общиной, выделенной для людей. Мы нуждаемся в инициативе, посредством которой начнем свое обращение к миру. Или же, чтобы начать действовать, мы будем сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет и не нападет на нас? Разве мы не несем за них ответственности еще до начала их действий? Разве не должны разъяснить суть своего призыва? Ведь мы обладатели этого божественного призыва, обладатели руководства и послания. Я взываю к каждому из нас. У вас есть друзья, которые не знают об этом послании? Разве не ваша ответственность поведать им о нем? У вас есть соседи, до которых не дошло это послание. У вас есть сотрудники, которых оно не достигло. Нет ли у вас долга по отношению к ним? Вы совершаете путешествие в другую страну. Не возложена ли на вас миссия, которую надлежит выполнить там? Не должны ли вы выступить в качестве посла, обязанного донести это божественное послание до проживающих там людей? Или вы вспоминаете о своей миссии лишь тогда, когда вас спрашивают, или в случае необходимости отвечать на чьи-то обвинения и нападки? Мы, люди ответственности, и забывая об этом, причиняем вред сами себе. Когда мы осознаем, что являемся обладателями особой миссии и носителями ответственности, это делает нас сильнее, а не слабее. К примеру, нашим шариатам на нас возложена коллективная обязанность делать все возможное для обеспечения потребностей мусульман в продуктах питания, так, чтобы не зависеть от других и не быть обузой. Но пшеница, из которой мы делаем хлеб, поступает из-за рубежа, в то время как по нашей земле, через территории Судана и Египта, течет великая река Нил. И все же мы, мусульмане, к своему стыду оказались настолько зависимы от импорта, что в случае конфликта с импортерами и прекращения поставок нам грозит голод. Вы говорите о развитии этой уммы. Вы говорите о ее возрождении. Пробудитесь, не довольствуйтесь тем, что ваша религия превращается в игру. Вернитесь к своим истокам. Вспомните о маленькой девочке, которая плачет от голода, и задумайтесь, нам необходимо действовать, мы должны работать, чтобы накормить ее. И о мужчине, плачущем над телом своего мертвого ребенка. Ему необходимо почувствовать, что мы достаточно сильны, чтобы защитить права его детей, его землю и имущество. И об этом разгневанном человеке, который в порыве бессильной ярости из-за творимого произвола не нашел другого средства выразить свое негодование, кроме как разорвать зубами чужой флаг и сжечь его. Перед ним также стоит задача, которую он должен выполнить. Этот плачущий ребенок, нам необходимо ответить на его голодный плач интенсивным трудом. Необходимо возделывать свою землю, засеивать ее, чтобы люди не попрошайничали и наша община не оказывалась на иждивении других. Мы не должны быть зависимы от других народов. Довольствующийся положением нахлебника в собственном доме привыкает к такому положению, которое постепенно распространяется и на всю умму. Довольствующийся положением обузы на своем рабочем месте трудится спустя рукава, отлынивает от работы и даже не думает об усовершенствовании и модернизации. Он становится обузой для организации, в которой работает, та обузой для страны, а страна, слабея год от года, обузой для других стран. Согласен оставаться иждивенцем и быть зависимым от других в том, что ты носишь и ешь, в том, что ты делаешь? Счастлив, сидя за рулем импортного автомобиля? Задумайся, ведь не ты его произвел. Гордишься, что твой стол завален разнообразной едой, произведенной где-то и привезенной извне? Разве это предмет для гордости? И разве гордость является задачей мусульманина? Господь не будет доволен, если наша умма станет жить таким образом.
Нам следует проявить инициативу и заняться восстановлением своей уммы. Нам следует использовать во благо уммы ту мобилизующую силу религию, которую мы увидели в приведенных ранее примерах, сегодня зачастую направляется на разрушение. Необходимо использовать силу религии, чтобы строить, исправлять, совершенствовать. Необходимо добиться, чтобы служащий, заметив, как его коллега берет взятку, воспрепятствовал ему в этом, сказав: «Нет, взяточничество запрещено в исламе, это харам». Это и есть религия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Аллах проклял того, кто дает взятку, и того, кто ее берет, и посредника между ними». Наши нравы так испортились, что порой один из нас испытывает стеснение, неловкость от того, что служащий рангом ниже работает лучше него. Как же? Ведь весть об этом может дойти до начальства, и тот человек получит поощрение. И тогда он пытается принизить того, кто упорно трудится, умолить его заслуги или эксплуатировать сверх меры, чтобы самому заслужить похвалу. Это харам. Так поступают лицемеры, ибо только лицемеры любят, когда их хвалят за то, чего они не делали. Вот где надо показать силу. Мы должны остановить лжеца, который ради увеличения урожая при орошении посевов использует вредные химикаты. Увеличиваясь в размерах, такие плоды вредят здоровью людей. Мы должны объяснить ему, что это запрещено, ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Тот, кто обманывает нас, тот не из нас». Мы должны использовать религию для созидания, ибо именно для этого она была ниспослана. Религия проявится и прорастет в наших душах, когда та плачущая девочка, которую вы видите на первой фотографии, повзрослев, поймет, что ее еда произведена на нашей земле. Вот тогда мы сможем взять все в свои руки, и никому не удастся играть с нашей религией. Когда к этому брату, которому причинили такую боль, что он боится за каждого малыша, ибо, глядя на чужих детей, вспоминает о случившемся с его собственным ребенком и боится, что подобное повторится с ними, так как некому их защитить. Когда мы придем к нему и скажем, что начали развивать промышленность и энергетику, чтобы сделать свои страны сильнее, что мы не хотим более оставаться иждивенцами. Вот тогда, избавившись от зависимости и перестав следовать за другими, мы сможем обратиться к остальному миру. Обратиться не с башен танков. Танки мы оставим лишь для защиты, а с засеянных полей, фабрик и заводов, имея свои развитые промышленность и сельское хозяйство. Речь, конечно, идет не о конкретных полях и фабриках, а о принципах и нравственности, которыми мы руководствуемся, о нашей религии и возвышении нашего общества посредством религии. Ведь только она дает своим последователям величие и власть, силу, возможность обращения ко всему человечеству. Скажу еще об одной группе мусульман. Я бы предпочел, чтобы таких людей вообще не было, ибо их наличие является признаком нашего полного бессилия и слабости. То, что вы делаете, это не проявление силы, а провокация. Пусть тот, кто выходит на митинги протеста, не думает, что сделал что-то полезное для мусульман. Разрывая флаг или сжигая его, он ведь ничего не добьется, лишь выплеснет свой гнев. Да сыграет отведенную ему средствами массовой информации роль страшилки, чтобы можно было сказать обманутым народам остального мира: взгляните на этих мусульман, вот они какие. Что на это ответить? Давайте заменим это изображение другим. Вам известно, где находится эта мечеть? Она расположена в Вашингтоне, округ Колумбия, в столице той самой страны, флаг которой разрывает этот человек, в знак протеста против враждебных для мусульман действий ее правительства. Вот и ответ. Нам нужно не рвать флаги, а строить мечети в каждом американском городе. И в каждой мечети видеть людей, похожих на Хамзу Юсуфа, который читает лекции и рассказывает людям об исламе, разъясняет суть ислама и его послания. Вот на что надо направить усилия. Чтобы вместо участников демонстрации, разрывающих американские флаги, мы увидели в американских городах вот таких женщин, как эта американка, поднявшая палец в знак свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Чтобы увидеть детей, рожденных этими женщинами. Чтобы увидеть этих женщин, дающих жизнь новому поколению детей, являющихся уроженцами этой и других стран. А их дети, в свою очередь, будут в этих странах коренными жителями. Мы хотим одержать победу в сердцах жителей этих стран.
так чтобы часть их собственных соотечественников стали примером следования божественному посланию ислама, примером покорности Аллаху теми, о ком сказано: «Вы были лучшими из народов, направленных человечеству, повелевающим благое и запрещающим скверное». А когда совершается агрессия по отношению к вам, сражающимися на пути Аллаха, если мы увидели 2 поколения американских мусульман, то увидим и как они объединяются в организации, такие как, например, это под названием «Зайтуна» в Калифорнии, которая, как и ряд подобных, была основана новообращенными американцами. Такие учреждения привлекают ищущих знаний из числа новообращенных мусульман и их детей. Они становятся проповедниками, призывающими к вере своих соотечественников и не дают погаснуть искре ислама в своей стране. Представители нового поколения граждан этих стран, подготовленные подобными организациями, будут писать и учить, рассказывать людям об исламе и исправлять их ошибки. Они разъяснят, что с обеих сторон есть люди, злоупотребляющие религией, что с обеих сторон есть люди, искажающие религию. С обеих сторон было совершено много несправедливости, попирались права слабых, совершались разрушения, и это вредило всем. Мы видим эту мечеть и этого шейха, эту женщину, принимающую ислам. Видим первые 2 поколения мусульман, маленького ребенка, его обучение, что-то пишущих и читающих выпускников, конференции, где людей учат исламу, и многие приходят в религию Аллаха. Вы знаете, каким будет результат всего этого? Вот он перед вами. Кто знает, где был сделан этот снимок? Это Вашингтон, округ Колумбия. Что это за люди? Это 1 миллион мусульман, вышедших на демонстрацию. Что они декларируют? Ислам является частью Соединенных Штатов и американской культуры, и вы обязаны уважать его. Если это общество наконец обратило внимание на нужды и чаяния своей многомиллионной части, значит, мы и впрямь делаем первые реальные шаги к отказу от этой игры, затеянной от имени религии, к построению общества, связывающего Восток с Западом и основанного на религии Аллаха. Это главное, что я хотел сказать в своем выступлении. И в конце хочу представить его краткое резюме. Суть в том, что религия — это мощная сила. И те люди, которые знают об этом, во многих случаях извращают смысл религии и используют ее в своих целях. Простые же последователи религии или не догадываются об этой силе, или пользуются ею как игрушкой, пренебрегая теми великими возможностями, которые она предоставляет. Мы хотим обернуть мощь религии на созидание, использовать ее свет, ее наставления для возрождения нашего общества.